Белорусский, узбекский, армянский иврит на разных языках мира зазвучат сонеты Уильяма Шекспира в рамках нового городского проекта, который стартовал в областной столице. Это будут видеоролики, где представители национальных диаспор будут читать известные строки на своих родных языках. Как это звучит, одной из первых услышала Мария Поздеева. Мусикасан, аммо мусикагасин, гамдида паришан тутасан кулак. По-узбекски 8-й сонет Шекспира звучит особенно лирично. Надира Абдираимова в своей диаспоре одна из лучших знатоков литературы. Впрочем, как в России, так и в Узбекистане Уильям Шекспир – признанная вершина. Вот сейчас, когда дали мне, чтобы почитать вот этот перевод на узбекском языке, я даже слезы текли. Так хорошо это написано. Раньше же проводились у нас тоже этот день вечера, день Шекспира, также в Узбекистане. Это я помню со школы еще. Строки английского классика они вспоминают вновь в рамках городского видеопроекта «Шекспир на разных языках мира». В нем участвуют представители более десятка национальностей. Каждый станет героем полутораминутного видеоролика, где за кадром будет звучать перевод на русский. В масштабной программе Шекспировского года этот видеопроект, по мнению организаторов городской администрации, особенный. Сами по себе языки каждого народа – это достояние культуры этих людей. И оно прозвучит в Вологде, которая многонациональная, которая имеет действительно, так сказать, богатую палитру культуры. Первые ролики уже начали записывать. Сонеты на родных языках прочитали поляки и белорусы, евреи и армяне. Съемки проходят в знаковых для национальных диаспор местах города. Для Мэри Гаспарян это Хачкар, памятник армянской и русской дружбе. Для армян Шекспир в первую очередь театральный гений. Для армян Шекспир это много значило, потому что писал Шекспир, армяне играли этот спектакль, и как будто это вышло из души армян. Так что в Армении ценили, воспринимали и до сих пор. Шекспир универсален и одновременно уникален. Именно это призван показать проект. Каждый народ, каждая культура накладывает на его строки свой отпечаток. Через свой родной язык они обратили внимание на какие-то совершенно, казалось бы, уже незнакомые, забытые вещи, что-то новое нашли в этих текстах. Ну, что лишний раз говорит о том, что с одной стороны Шекспир универсален, а с другой стороны каждый язык позволяет увидеть в нем что-то новое. В конце июня первые ролики появятся на сайте администрации города vologdaportal.ru. В дальнейшем проект планируется развивать и подключить к нему представителей других национальностей. Мария Поздеева, Мария Суворова, Михаил Прищев, Максим Дышковец, Вологда Портал.